تقن أوش حاجيتا بر تقن أوش حاجيتا بينلا شو تقن درجة سانتي هنا درجة خان ده أوترا غلغاي نوق غلغاي أم تقن بر درجة بس اللي شيء بر حلو قرا فضوح فضوح أحمد هو ما صدق شو مسني شو تيج ما قاعد أصدق بطاق يعني شوي واسطة يجدي أنا شو وريه Я поздравляю всех с первым Всемирным конгрессом Ингушского народа и выражаю твердую уверенность в том, что это событие станет в дальнейшем глобальной диалоговой площадкой не только для ингушей, но и объектом пристального внимания мировой общественности. Ранее мы, ингуши Акмолинской области, сделали обращение по поводу того вопроса, в котором мы собрались. Я зачитаю отрывок из этого обращения. Мы, проживающие в Акмолинской области Республики Казахстан, ингуши, для каждого из которых историческая родина, Республика Ингушетия и все, что с ней связано, свято обращаемся со следующим. 4 октября 2018 года состоялась ратификация Народного собрания Республики Ингушетия проекта закона об утверждении соглашения об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой. При этом указанное соглашение могло быть утверждено только референдумом ингушского народа. Нарушена статья 111 Конституции Республики Ингушетия, нарушена часть 2, статья 3 Конституционного закона о референдуме Республики Ингушетия. Мы, ингуши Акмолинской области, решительно заявляем, что нам известны настоящие границы нашей исторической родины. Практически все мы потомки жителей отторгнутого ранее в Ингушетии пригородного района. А сегодня мы становимся свидетелями отторжения от Ингушетии других исконных земель. Мы не приемлем соглашений, касающихся изменения границ Святой Ингушской земли без учета мнения всего ингушского народа. Мы высказываем свое категорическое несогласие с подписанным, с нарушением закона и морали, соглашение об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой. При этом мы заявляем, что чеченцы и ингуши – это братские народы. И мы навсегда сохраним эти теплые братские отношения. Вот что касается наших теплых братских отношений, то Зураба Муса Аларас, вот это вот отторжение земель, это первый холодок, такой клин, реально сегодня вбиваемый между нашими народами. Дача хачи из-за охти еще сдаться с дозу. Куалга его шел дахуди, они ще хадыш если бах даху долж. Бахол цец амадян ходи, она доктор Ах Ильич, сходячая, доктор Ах Ильич, сабахан дихан, баггаспон, сходар. Мы не видим ни одной разумной, реально разумной причины для того, чтобы можно было бы это сделать. Дарвик аман, дарвиш бахтя, гайникер бах бохаш. Сханги на квакса хватус ля дадалара бахолчестианство. Никакая разумная причина, ни нефть, ни золото, дошел нефть, хайлаз один молдавия, малюа гандуш хайлаз она не может являться причиной вот этого всего. Поэтому мы заявляем, что это в таком виде оставаться не должно. Ингушетия республика богатейшей материальной и духовной культуры с древнейших времен. Даже это одно обстоятельство является достаточным условием для сохранения целостности ее территории. Так как даже в целом для Российской Федерации это один уникальный заповедный край, истинным хозяином которого является народ Галай, прямой потомок народа, игравшего значительную роль на заре мировой цивилизации, еще в Месопотамии, в шумерской цивилизации. Практика силового отторжения земель Ингушетии еще с начала 20 века ставит существование самого ингушского народа под угрозу. Сегодня становится реальная перспектива растворения растворения народа Галай. Я гражданин Республики Казахстан.
И я горжусь тем, что заботой государства и в бюджет Казахстана закладываются немалые расходы на сохранение самоидентичности населяющих республику этносов. На это закладываются большие расходы. Это многообразие рассматривается как самое дорогое богатство государства. И мы справедливо полагаем, что Россия, субъектом которого является Республика Ингушетия, должна взять на себя ответственность и заботу по восстановлению и сохранности уникального, неповторимого края. Ингушетия, древнейшая Ингушетия, колыбель духовной и материальной культуры, как я уже сказал, корни которой восходят к заре мировой цивилизации, это достояние всего человечества. И позволить ей раствориться в преступлении перед всей историей человечества. Мы выражаем твердую уверенность в том, что власть России обратит самое пристальное внимание на крик отчаяния всего ингушского народа и адекватно отреагирует на вопиющее беззаконие, творящееся в отношении Республики Ингушетия. Мы гордимся тем единением и решимостью, мужеством ингушского народа в отстаивании своих законных интересов. Мы сделаем все возможное для восстановления Ингушетии в законных границах. Астамер, герой Салман увидел Сигар обращение Аеш. Герой Салман — это почетный председатель этнокультурного центра «Война» города Астаны, который много лет возглавлял это этнокультурное объединение. Сегодня здесь находится Сегодня здесь находится делегация из Караганды, Алматы, Павлодара, наверное, еще где-то из других регионов Казахстана. Уважаемые уважаемые делегаты Конгресса, ввиду невозможности по состоянию здоровья участвовать в работе Конгресса, решил обратиться к вам со словами поддержки важности рассматриваемых вопросов. Решительно заявляю, нам, сумевшим выстоять, не преклоняя ни перед кем колени депортации 44-го и этническую чистку 92-го годов, не подобает смириться с предательским решением отдачи, передачи или продажи ингушских земель кому бы то ни было. Так называемое соглашение подписано скрытно от народа, превышая служебные полномочия, что по закону является преступлением. Обозначенная для передачи земля не является чьей-либо личной собственностью, доставшаяся подписанту от его деда или прадеда. Она наша земля и принадлежит только ингушскому народу. Президенты, главы, депутаты и прочие чиновники разного рода приходят и уходят, а народ остается. Те немногие, которые в угоду власти поддерживают предательское соглашение, подвергают себя и своих потомков бесчестию на века. Дорогие братья, пусть нам поможет всемогущий Аллах, а мужество нам не занимать. С глубоким уважением Салман Героев, почетный председатель этнокультурного центра «Война» города Астаны, экс-депутат Верховного Совета Республики Казахстан, член Ассамблеи народа Казахстана. Бархуля Расул. Следующим выступает Алышу Ахмед Магомедович, член Ингушского общества «Война», город Нижневартовск, заместитель генерального директора нефтяной компании. Тема доклада о сложившейся ситуации в Республике Ингушетия и первостепенных задачах. Подготовиться Бекову Магомеду Султановичу. Ассаламу алейкум. Уважаемые делегаты и организаторы Конгресса, уважаемые гости, дорогие соотечественники. До начала своего выступления я бы хотел передать сердечный салам от землячества Нижневартовского региона, в том числе и чеченцев, которые тепло проводили меня с напутствием сохранить и укрепить братство. Вопросы решатся вот так вот на форуме, а не подписаниями каких-либо документов, скрытно тем более. Далее хочу сказать, что мы, ингуши, постоянно живущие на севере России, в городе Нижневартовске и регионе, считая себя единым целым со своим народом, твердо заявляем: руки прочь от ингушской земли! Нет
противостоять беззаконию, остановим терзание Родины, вернем с помощью Всевышнего все, что оторвали от нашей отчизны. Мы потомки тех великих людей, которые, несмотря на нашу малую численность, сохранили наш этнос и передали это нам, чтобы мы вели дальше. Не простит нам ни история и ни сама жизнь, если мы на наш период позволим растоптать нас. Из глубины веков, поймите, на нас смотрят люди, которые вложили свои имена в нашу историю. Это наш Газ, Бейсер Моч, Йогла Хашбар, Идрис Зязиков. Из тысячи я могу перечислить те, которые своими подвигами, своим словом, своими действиями позволили нам сегодня назвать себя Галай. Сегодня до глубины души с тревогой мы на крайнем севере наблюдали, что происходит. Понимаете, противозаконный акт 26 сентября и последующая ратификация стала последней каплей, переполнившей чашу терпения истерзанного, многострадального, но не сломленного ингушского народа. Внезапный удар, полученный от насаженного руководства, собрал нас, правда, стихийно, но глядя в глаза и чувствуя, как мы близки духом, по силе духа, во имя будущего нации, сплотимся, собрав в жесткий кулак наш характер и волю. Сегодня я обращаюсь ко всем, кто каким-то образом остался в стороне, выжидающей позиции. Ведь поймите правильно, передайте этим людям, только с молчаливого согласия равнодушных происходят все преступления, или почти все. Сегодня хочется сказать, недопустимо было бы тайное голосование. В первую очередь, именно на этом этапе парламент должен был остановить это, согласившись на тайное голосование, получил вариант и вашим, и нашим. Дело в том, что сегодня настал тот момент, касающий тех, кто я назвал равнодушных или спрятавшихся. Отсидеться никому не придется. Настал момент, когда каждый должен определить, кому он служит, Богу или дьяволу. Сегодня я зачитаю тезисы, которые подготовили ингуши Нижневартовского района. Впереди долгая, напряженная и изнурительная работа. Никто не рассчитывает, что это пройдет. Но мы будем неутомимы. Поэтому благородному собранию нашему я зачитаю. Первое. Мы предлагаем создать политическую партию Возрождения Ингушетии. Следуя программному документу партии, работа войдет в плановое русло. В каждом населенном пункте необходимо предусмотреть отделение первичной группы, от работы которых на местах зависит и также направить политическую процессы внутри республики в русло интересов нации. Второе. Подготовить обращение к президенту России во все инстанции страны, Комитет по коренным народам, Организация Объединенных Наций, во все мировые общественные и политические организации, послание о бедственном положении в России, о крайней необходимости реализации принятого 26 лет назад закона о реабилитации репрессивных народов. Третье. Принять обращение к офицерам России. Соответствует ли Кодексу чести пребывания в должности руководителя офицера, нарушившего клятву перед народом, он клялся? Соответствует ли духу русского и российского офицерства и чести мундира
подготовка тайком от народа и передача другому субъекту части Родины. Соответствует ли всем перечисленным командам яростное противостояние уверенного ему субъекта, требовало соблюдения закона? Четвертое. Отдельным открытым письмом предлагаю обращение президенту страны и народу России. Своему узаконилась позиция отношения к верному историческому союзнику, ведущая к циничной, поэтапной ликвидации этого этноса, то есть ингушского народа. К письму необходимо приложить договор от 1810 года о добровольном вхождении Ингушетии в состав России, а также отразить славные вехи героического исполнения союзнического. Речь идет о неоднократных отражениях походов имама Шамиля в Кавказской войне, о героизме наших предков в русско-турецкой, которая вошла в историю как Дунайская война. Сражались наши отцы и деды, наши деды в русско-японской войне. А ведь там честь противника ставилась выше. Ингуши не давали японским самураям раненым произвести харакири. Нельзя допустить, чтобы умер герой. Вот так останавливали. Так вели себя ингуши русско-японской. Я уже не говорю о подвигах ингушей Первую мировую в составе дикой дивизии. Только благодаря первой атаке ингушского подразделения затем потянула и вся дикая дивизия и перестала существовать железная отборная дивизия Германии и Австро-Венгрии. Это позволило, в свою очередь, перейти в наступление, которое вошло в историю под названием Брусиловский прорыв. А ведь Россия постоянно вела оборонительную войну. Вот я далее не буду останавливаться о нашем героине на полях Великой Отечественной войны, о том, как последний защитник Брестской крепости был ингуш, Далгиш Донцев. Далее. Хотел бы обратить вашу немаловажную деталь выступления Владимира Владимировича Путина в городе Сочи на проходившем там с 15 по 18 октября текущего года заседании Международного клуба «Валдай». Речь шла о передаче полуострова Крым в советский период в состав Украины, где глава нашего государства подчеркнул незаконной передачи Крыма в Украине. В связи с этим возникает вопрос, который я лично хочу адресовать страны. Считаете ли вы законным передачу в тот же советский период внутри того же единого государства значительной части территории Ингушетии, пригородного района, угоду Северной Осетии? Считаете ли вы законным передачу части Северского района Ингушетии для обустройства коридора и соединения Северной Осетии с другим подарком России, Маховским районом? В заключение скажу от имени войнахов Нижневартовска. Мы твердо уверены, что отчизне надо служить верой и правдой, беречь каждую пять, а не дарить и не наблюдать пассивно, как отщипывают куски от нашей земли. Те, кто по воле Всевышнего и судьбы находятся сегодня на чужбине, могут до глубины осознать чувство тоски по родине. Какую зубную боль в сердце мы испытывали, когда происходило. Желаем ингушскому народу постоянно в этом мире и победу в справедливой, нелегкой, но законной борьбе. Аллаху баца болби, Аллаху туруш долби.
С докладом о оформлении территории и границ Республики Ингушетия выступает Беков Магомед Султанович, город Ростов-на-Дону, адвокат. Подготовиться Хазбиевой Гульнару Толовой. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум. Давид Холчиев, Масалив. Ваша это Богу дал, Беков и Болбер. Добрый вечер, добрый день, уважаемые гости. Возможно, у нас есть гости, которые говорят на русском языке, поэтому я буду говорить на русском языке. Значит, здесь много сказано по поводу правовых аспектов и нарушений Конституции Российской Федерации, Конституционного закона Республики Ингушетия и Конституции Республики Ингушетия. Я не буду останавливаться именно на этих всех аспектах и моментах и не буду утомлять ваше внимание такими юридическими терминами, чтобы было понятно и ясно. Я думаю, здесь Барак Чемузиев очень хорошо рассказал всем о экономической составляющей, о юридической составляющей, о всех тех нарушениях, которые допущены при подписании соглашения, которое явилось результатом созвания чрезвычайного конгресса, да, который был создан. Я думаю, какие-то ошибки, недочеты, они простительны, потому что это первый конгресс, он создан чрезвычайно, он создан довольно быстро, оперативно, поэтому я думаю, мы простим нашим братьям и организаторам те какие-то ошибки и недочеты, которые были допущены. Мы, я думаю, со временем будем исправлять это все. Значит, мне хотелось бы остановиться именно на определении границы территории, то есть именно на той работе, на которой мы должны будем сосредоточиться после этого конгресса. То есть здесь много уже сказано, я буду говорить о том, что нам необходимо делать. Значит, мы все знаем, что соглашение данное подписано, да, без учета мнения народа, в нарушении всех норм Конституции и законов, которыми регламентирован этот порядок, да, подписания подобного соглашения, то есть изменение территории и границ двух субъектов. Значит, я все-таки буду говорить немножко, наверное, необычно, если говорится с упором на российское законодательство. Я хочу просто поговорить не просто поговорить, а именно сделать упор на обычное право. Обычное право, имеется в виду право, которым наши деды, прадеды руководствовались всегда при возникновении подобных споров. Да, я юрист, я адвокат, преимущественно я занимаюсь уголовным правом, но учитывая, что эта ситуация, она не оставила равнодушным, по крайней мере, большую часть ингушского народа, который проживает как на территории Ингушетии, так и за ее пределами. Нам необходимо сосредоточиться после Конгресса, я думаю, на следующем. Мы все знаем, что в Конституционном суде рассматривается жалоба, и, возможно, сегодня будет принято решение по данному вопросу. Является ли закон, принятый Народным собранием, конституционным. Значит, что необходимо? Первоначально, понятно, хотелось бы немножечко вам рассказать о той работе, которая проделана группой адвокатов, которые работают с момента подписания данного соглашения. Значит, нами подготовлены были обращения в Совет Федерации, они направлены в Совет Федерации, приняты, зарегистрированы и на данном этапе пока еще ответ не получили. Коллегами и нашими гражданами Республики Ингушетия инициированы административные иски, то есть это иски в Магасский районный суд и в Назрановский районный суд. К великому сожалению, у нас так получается, что административный ресурс начинает работать, как только ты подаешь подобный документ и говоришь о том, что попраны права граждан Республики Ингушетия, да, иски поданы на действие главы, не об оспаривании нормативно-правового акта, который принят, а именно действия главы. И Кодекс об административном судопроизводстве говорит о том, что действие бездействия должностного лица, в том числе и главы субъекта, обжалуется в районный суд. Мы обжаловали действия главы субъекта, то есть Юнусбека Евкурова, в Магасский районный суд и в Назрановский районный суд.
На наше удивление, иск возвращен. Возвращен с такой формулировкой, что нами нарушена подсудность и необходимо обратиться в Верховный суд, потому что мы оспариваем нормативно-правовой акт. То есть нам говорят, что белое, которое вы назвали белым, это черное, ребята. Идите-ка вы в Верховный суд. То есть все тянут резину. Я думаю, почему тянут резину? Назрановский районный суд, Магазский районный суд оставили без движения наши исковые заявления. То есть нам не отказано, чтобы вы понимали. Здесь такая хитрость судебная. Когда оставляют исковое заявление без движения или возвращают иск, они выигрывают время тем самым, они не отказывают. А вот если они примут производство исковое заявление, то тогда им необходимо будет разбираться в этой ситуации. И что может сделать в этом случае истец? Он может запросить Конституционный суд о правомерности действий главы. Вот этого, наверное, боятся наши судьи. Ну и, соответственно, включается административный ресурс. Возвращаясь к границам, я все-таки хотел бы обратить внимание уважаемого собрания нашего Конгресса, всех ингушей, которые здесь присутствуют, что все-таки, я думаю, рано или поздно этот пресловутый закон будет отменен. Я на это очень надеюсь. Все-таки есть механизмы, есть нормы закона, явные нормы закона, которые нарушены, их даже доказывать не надо, понимаете? Вот абсурд в том, что доказывать ничего не надо, но вот такая получается у нас петрушка в кавычках. Значит, получается как? Я хотел бы обратить внимание вот на что. У нас у ингушей часто вот и по соцсетям, я заканчиваю, по соцсетям у нас получается ходят различного рода споры о том, что необходимо решить вопрос по адатам и по шариату. Так вот, возвращаясь именно к обычному праву, я считаю, что нам после отмены этого закона, я еще раз повторюсь, он будет отменен обязательно, я в этом даже не сомневаюсь, нам нужно вернуться все-таки к истокам, к адату и к нашему шариату, к нашему обычному праву. И для того, чтобы наши алимы могли вынести этот вопрос на обсуждение по нашим адатам и шариатам, потому что все мы знаем, откуда мы родом, где у нас кладбище, где у нас захоронены наши предки. Я думаю, в эту нужно создать комиссию. В эту комиссию необходимо будет включить историков, необходимо будет включить картографов, юристов. Нужно будет подготовить определенные документы для того, чтобы наши алимы в соответствии с нашими адатами и шариатом могли сесть за стол переговоров с нашими братьями-чеченцами. Как бы, чтобы мы ни говорили, двое глав субъектов, подписав это соглашение, сказали, что мы приняли удар на себя. Да, Владимир, вам бы не пришлось бы брать удар на себя, если бы вы, по крайней мере, вот и все, не надо брать никакие народ, рассуждать, анализировать и принимать решения. Наше собрание показывает, что мы умеем это делать. И я бы хотел бы остановиться все-таки именно на этом аспекте. Почему? Потому что когда в споре на основе российского законодательства у нас, у ингушей, этот спор не разрешается, мы всегда возвращаемся к адатам и к нормам шариата. Я думаю, этот вопрос можно будет положить ему конец именно таким образом. Каким-либо иным образом, я думаю, этот вопрос с нашими братьями мы не решим, потому что мы братья, мы мусульмане, и по обычному праву нам нужно этот вопрос разрешить. Бартушам, Белария, Сошам, дал Бог это. Уважаемые делегаты, следующий доклад очень интересен. Следующий доклад будет читать Хазбиева Гульнара Джамбуловна, ученый-богослов, докторант шариата исламских учений, председатель автономной некоммерческой организации «Исламский научно-исследовательский центр». Название доклада «Отношение правителя к народу и к его имуществу в исламе». Ольберт Мабакович, наверное, следовало все-таки мужчине изложить точку зрения или дать богословие, я имею в виду ученому.
и не ждать, пока его попросят 2 недели, чтобы он изложил закон шариата. Это так, чисто к заметке. Вот. И не удивляйтесь, что женщина, наверное, будет читать законы шариата по земельным и другим вопросам, потому что в учении, вы знаете, мы не делим на женщин и мужчин. Есть ученые и неученые, знающие и не знающие. И были ученые в исламском направлении женщины, и я вчера приводила пример, это самый распространенный пример, Айша, сподвижница, жена пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Она была сильнейшим, авторитетнейшим законоведом, правоведом исламским и хадисоведом. То есть к ней за помощью обращались сами сподвижники мужчины. Бисмиллахи рахмани рахим. Альхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаляму аля сайидина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Ва ба'д. قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Всевышний Аллах в священном Коране сказал: я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись мне. Из данного аята следует, что люди и джинны должны поклоняться единственному Творцу и Создателю, исполнять и беспрекословно следовать всем повелениям и требованиям Аллаха и его посланника, саллаллаху алейхи вассалям, равно касались бы эти требования отношения человека к своему Господу и Создателю, или отношения человека с человеком. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Также Всевышний Аллах сказал: о те, которые уверовали, повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь посланнику и обладающим влиянием среди вас. Если же вы станете перепираться о чем-нибудь, то обратитесь с этим к Аллаху и посланнику, если вы веруете в Аллаха и последний день. Это лучше и прекраснее по исходу или воздаянию. В данных аятах Всевышний Аллах приказал людям повиноваться и подчиняться ему и его посланнику. Во всех притязаниях, тяжбах, разногласиях и спорных вопросах между собой обращаться к священному Корану и сунне пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Из этого следует, что если люди не обращаются к священному Корану и к сунне пророка за решением спорных вопросов, то они не верят в Аллаха и в судный день. Также в аяте Всевышний Аллах упомянул улюль амри, обладающих влиянием. Так кто же они такие? Если мы заглянем в различные толкования авторитетных ученых, начиная от имама Ат-Табари, это 4 век, по мусульманскому календарю, он жил в 3-4 век. Аль-Багави, Ар-Рази, Тафсир ибн Касира, это все толкователи, авторитетнейшие толкователи, известные в исламском мире, жили с 4 по 7 век, и все являются шафиитами. И так далее. То мы увидим различные мнения по поводу того, кем именно является улюль амри. Итак, от известного сподвижника Ибн Аббаса, да будет доволен ими Аллах, передаются 2 версии, в одной из которых говорится, что это обладающие властью. Это же мнение придерживалось сподвижника Абу Гурейра, да будет доволен им Аллах. Во второй версии от Ибн Аббаса улюль амри имеется в виду обладающие знанием, то есть исламским знанием. Такого же мнения придерживались сподвижники Джабир ибн Абдуллах, да будет доволен ими Аллах, последователи сподвижника Муджахид, Ата, Аль-Хасан, Аль-Басри, Ад-Дахак и так далее. Кто-то из ученых предположил, что здесь имеется в виду предводители войск. Из выше приведенных мнений такие известные ученые, как Ат-Табари ибн Касир и другие, сделали вывод о том, что контекст аята не исключает, а наоборот охватывает всех обладающих влиянием, будь то правители, ученые, предводители и так далее. По поводу причины ниспослания аята, то ученые упомянули версии, одну из которых передал имам Ахмад от Али, да будет доволен им Аллах, что он сказал: пророк, благословит его Аллах и приветствует, отправил отряд, во главе которого поставил мужчину из числа ансара, повелев им слушаться и подчиняться ему. Однако люди в чем-то ослушались его, то есть предводителя. Тогда он, предводитель, сказал: соберите мне дрова, и они собрали. После он сказал: разожгите огонь, и они разожгли. После он сказал: разве посланник Аллаха не велел вам слушаться и подчиняться мне? Они, то есть люди, сказали: да. Он сказал: тогда войдите в него, то есть в огонь. Сказали: истине мы убежали к посланнику Аллаха, да благословит Аллах и приветствует от огня. Таким образом, они продолжали оставаться на данном аргументе,
Умерьте, пока огонь не погас, а гнев предводителя не улегся. Когда отряд вернулся, то люди рассказали о случившемся посланнику Аллаха, да благословит Аллаха приветствует, который сказал следующее: если бы они вошли в огонь, то не вышли бы из него никогда. В другой версии говорится до самого дня воскресения. И после, то есть пророк, сказал: поистине послушание, подчинение благому, праведным, благоугодном деле. В другой версии говорится: нет послушания, вослушания Аллаху, поистине послушание, подчинение благому, праведном, благоугодном деле. Итак, священный аят требует от мусульманина беспрекословного повиновения Аллаху и его посланнику. Что же касается повиновения обладающих влиянием, то оно ограничено благоугодными делами. В греховных делах повиновение категорически запрещается. قال الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. Всевышний Аллах в Священном Коране сказал: поистине Аллах велит вам возвращать веренное имущество его владельцам, и если вы управляете среди людей, то управлять по справедливости. Толкование Священного Корана имам ат-Табари говорит о том, что данный аят, по мнению ученых, включая и самого имама, указывает на отношения правителей с людьми, где правитель ответственен перед Всевышним за свой народ и его права. Он обязан исполнять свои обязанности в отношении народа так, как повелел Аллах. Сподвижник, двоюродный брат, зять пророка, да благословит Аллах, приветствует четвертый халифа Али, да будет доволен им Аллах, по данному поводу сказал: обязанностью, долгом правителя является то, что он обязан править народом посредством того, что не спасал Аллах, и отдавать веренное, то есть исполнять свои обязанности перед Всевышним народом. И если он выполнит это, то обязанностью народа является послушание и подчинение правителю. Таким образом, каждое действие взаимодопомогает другое действие. И если Всевышний Аллах потребовал от народа послушания и подчинения своему правителю, то в свою очередь от правителя он потребовал соблюдать повеление в отношении народа. Кроме того, в данном аяте упомянуто слово «аль-амана» – верность, надежность, которое, по мнению ученых, означает обязательства, веренные человеку Всевышним Аллахом в отношении самого себя или в отношении человека с человеком. Итак, Всевышний Аллах виден в верности религиозных обязательствах, то есть молитва, пост и так далее, обязательства, веренные им имущество, исполнение обещания, быть честными, справедливыми и так далее. Высказали это подвижники ибн Масуд, ибн Аббас, Аль-Баро ибн Азиб и Убай ибн Кааб, да будет доволен. Поэтому человек, будь то правитель или обычный служащий, который не исполняет свои обязанности в отношении веренного ему, считается предателем, изменником, обманщиком, вероломным на арабском языке аль-хаим, антоним слову аль-амин, надежный, верный, преданный, честный. В арабских словарях дается определение слова аль-хияна следующим образом. Аль-хияна – тайное противоречие истине посредством нарушения обещания. Также аль-хияна – это измена, предательство, обман, вероломство и скрытие чего-либо. Ар-Рагиб аль-Асфахани, который жил в V веке, охарактеризовал аль-хияна и анифат лицемерие, как одно целое с разницей лишь в том, что вероломство чаще всего используется в связи с обетом и верностью, а лицемерие в связи с религией, хотя после они пересекаются. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان. Пророк, да благословит Аллах, приветствует, сказал: лицемер отличает три признака: когда он рассказывает, то лжет, когда обещает, то нарушает свое обещание, когда ему доверяется, он предает. В другой версии у муслима говорится: даже если он постится, молится и утверждает, что он мусульманин. Также аль-хияна – это самоуправство, своевольное распоряжение веренным на хранение. Итак, аль-хияна имеет обобщенное значение, которое ученые свели к следующим ее основным разновидностям. Один – вероломство в отношении Всевышнего Аллаха и его посланника, которое заключается в несоблюдении канонов ислама, например, прекращение, запрет молитв, поста и так далее. Вероломство и предательство в отношении исламского учения со стороны псевдоученых, которые искажают слова Всевышнего Аллаха и слова его посланника, или же измышляют на Всевышнего и его посланника то, чего они не говорили, или же скрывают их слова. Вероломство, предательство, измена Родины своего народа. Вероломство в отношении чести и достоинства человека, распространение, разглашение секретов и так далее. Вероломство, обман в торговых отношениях, вероломство по отношению к вещи, отданной на хранение. Аль-хияна имеет много
много разновидностей, одни из которых более тяжкие, являются более тяжким грехом, чем другие. Всевышний Аллах в Священном Коране и его посланник предостерегли человека от совершения такого тяжкого греха, как кальфияна, предательство, вероломство. Всевышний Аллах сказал: мы не спаслали тебе Писание истина, чтобы ты разбирал тяжбу между людьми посредством того, что тебе указал Аллах, то есть посредством книги Аллаха. Посему не прибирайся за поступающих вероломно. Также Всевышний Аллах сказал: те, которые уверовали, не предавайте Аллаха и посланника, и не покушайтесь, не поступайте вероломно с тем, что верено вам Всевышнему его посланникам сознательно. Анас, да будет довольным, Аллах сказал: не было проповеди, во время которой пророк, благословит Аллаха, приветствует, не сказал: нет веры, у кого нет верности, то есть вера неполноценная, и нет религии, у кого нет исполнения обещания, то есть кто поступает вероломно, предает, обманывает, отрекается, изменяет. Также пророк, благословит Аллаха, приветствует, сказал: любой раб, которому Аллах предоставит попечение паствы и окажется в день смерти предателем, Аллах сделает рай для него запретным. Итак, любое обязательство Аллаха перед его Господом, любое обязательство раба Аллаха перед его Господом, как и любые обязательства людей друг перед другом, являются тем, что отдано им на хранение, аль-амана, и что необходимо вернуть, выполнить в соответствии с законами шариата. Посланник Аллаха, да благословит Аллах, приветствует, сказал: послушайте, слышали вы о том, что будут после меня правители, и тот, кто войдет в них и посчитает правдой их ложь, и станет помощником их в притеснении и справедливости, тот не от меня, и я не от него, то есть не следует за словом Всевышнего Аллаха и его посланника, и нет ему удела водоема, то есть в раю. Однако тот, кто не поверит в их ложь и не поможет им в притеснении, то тот от меня, а я от него, и будет ему удел водоема. Также пророк, благословит Аллах, приветствует, сказал: бойтесь несправедливости, ибо поистине в день воскресения несправедливость обернется густым мраком. Также пророк, благословит Аллах, приветствует, сказал: тот, кто взял что-либо от земли, не имея на это права, такого человека в день воскресения бросят на глубину 7 ее земель. В другой версии говорится, что Аллах заставит такого человека копать, пока тот не достигнет последнего уровня земли. В другой версии говорится, Аллах заставит такого человека вести землю к месту сбора. В другой версии говорится, кто обрезал престол, украл землю несправедливо. Также посланник Аллаха сказал: Аллах проклял того, кто поменял другой версии. Регламент, пожалуйста. Давай, заканчивай. Сабуди, мы до конца. Все, давайте. Дай Сабуди. Пусть она закончит. Много слова. В другой версии. В другой версии говорится, кто обрезал престол, кто украл 5 земли несправедливо. Также посланник Аллаха, да благословит Аллаха, приветствует, сказал: Аллах проклял того, кто поменял, в другой версии украл границы земли. Данный хадис видно, насколько тяжким и губительным является несправедливое отношение к земельным вопросам. Что же касается проклятия, то оно отдаляет человека от милости Аллаха. Я прочитаю вывод сразу, который сделан на этих хадисах, аятах, мнение шиитских ученых я оставлю, так как некоторые недовольны. Вы надо заканчивать, зачитайте последнюю страницу, Вывод, Гульнара. Вывод читайте. Тут просто есть у меня доказательства, все, которые относятся к земле, и как незаконно, если забирается земля, то этого человека, кто забирает несправедливо землю, то есть его ожидает наказание мучительного от Всевышнего. Я зачитаю, здесь есть также мнение ученых, шафиитов по поводу земли. Итог я зачитаю. Давайте зачитать. Не подавайте. Регламент.
Evet, главное. Такой доклад жюри. Да, о необходимости определения границ между Ингушетией и Северной Осетией выступает с докладом Бархой Ахмед Асланович. Ажал сықсы өздіқта. Амда дәтс қалсығы бұқылығы жеші фетірді ап. Сөз ән сық мүлі, қыдыр ән сық мүлі. Азы бәқсі бақыр, бәқшім. Sıfır son faalları alçı, acaba ve adamın çıkanı hangi ezgi sıkdı ve çok alamet ya. O belki o hamını kahıya, kızı kazı İsa o şahane. Tavlu dükkan densa, o yemek Republik hakkı kadar liude nakbuş, dokkubuş kahıya, tavlu densa, etçu koşu etçu hava densa. Yemek kaldı uzudur kahıya nakbu. Dal geç dol sabırız, abaha reis boğazız bu. Bagatırı o dembulat dini oluş, ahıya oluş bu. Azı dık bu olsun. Dal geç dol dersiyle Musa'yı. Azı mayıkta dal hal dokku ahıya sak var. İşte kabarız var, abadi Muhammed Bashir var, aman Yahya var. Ona var, dik ona var. Şeyhim dokku diyiz, ahıya sak var. Akta taran okçu bağ, teyna. Abadne an bağ, albakşine an Musa var. Sarajuddin ve Malsik ve Sovyet Tepo kıyı organizasyon bergiş ağrıdanı kaheyliş dokuz zaman daha kıyırıtsılış, yuğutsu bağlış, umeklatış oluşu, harsunuş, sot haysava açanda ağrı buluş, da yutsış, latta kelinakı, mısın yanıtsan batıl Allah olsun. Ya bu mısın yapartın geçiriyor. Musbet bardağı hadayata geçiriyor. Allahu şifahiyet mi bakmayın adlaka geçiriyor. So Allah'a razı oluş ve da arda geçiriyor. Yaham khubda asır. Ve bart khubba asır. Akta hazır da buluş bu niçin atayet yanına da doğuz dövüyor. Sonra etminat teni khatırışız. Ağım dokdar oğuz. Dali vaksa da sen ulriye ezeliyor. Son olur el şartadız. Ovay Mongol çıkamın ulujda hamdız. Tağın ve aşıqıydı. 30 октября холодез. Масляная два войны 92 год. Масляная два войны. Вой ашка хавели юли цадакаш. Он бердиш бакуш. Sen abara heyiş, dok ettiş, ve benim yüzüri ızlatmış. Dağmış, ya oğazı kaçmış. Uzdaki da dişkat ve dişkadat. İstada haddat ya ne ihtiyatsıcı izdırful dolu dişkadat ve izdah. Daha mı dağıtış? Aydın çağdığın der, ve nef bu atsın der. Suzamın çok, Republika yatsır ve, hamı dağıtır ve. Bart masluluzda hamı. Çağıyı xatarı yerve. Tıkkır. Teyden diyoruz nokçuyak. Mettidir. Ak nokçuştu kod emni. Hallı vaaz ol. Zelsini aç. Paçahı. Eşi. Teşe bol. Haguçı dağıta. Şey inirliş. Şey. Yahıdiz bol bol. Su inirliş. Tom da bu bebuey. At kudu duve hovaş. Ve dat kayda şulteha. Dar barış hahıbı tazir de, söz duayzen, darul de, tişe boğuruz. Şu tişe açtığında, masası kuluş teypar, Allah kamanı, dokku tazir kuluş. Tazirı, doknak beyri, mıçapsı kol doknak buy. Masın olsun, Allahu geç dolsan, oğazat babu dolsan. Tavanı, ödina, sakı dut, cam basır. Sakıdut melun batsız bağda delş. Böyle detiye muh, left. Kuada dağıta. Şun bizim böyle bizim beti, kay bizim barmak hadet dağıtsa ayaş, hadut çıkanal doluş. Lanı mıgıt sahabeşi mıgıt, elçi mıgıt. Dut bizim bu. Böyle ayakta yolcu, böyle yazar yolcu, sırmış. Однозначно мнение его и мысли
الشق 20 судебе, следствие Молдавии, законы Конституции ثاني وعادات ثاني شريعة ثاني ويبقوا ويلوخ الجلية حياة الجلية مسقى زبط الحمد ويدود 20 سنة أغزق خمال بيتانية конференция сюда. Тогда, 92 год, Дуздан Бубя, из Айжды, они где حقدوا пригородный район Бассейн. Пригородный район суд Хайетер. У Конгрессе ЮТСН издат совет Лучаны ЮТСН измался. Они حجم سامع يحط أحصائي ساعدوا الدوايا والله بيخموا بأخوشتو مقت نص ده سعرش مقت شو هار غوغا شو ويباب ولا أخوي ويوجني غوغا شو ملو جوجا شو يوجي جبسون أزبال شو بالش كيفتش أول بقى ماجي يقع نركز وجات أصلا كوك أبق باس حاس ماجي دا يقتش هالمقا نركز ليسون إذا ما تغسل أبد بالوتياج حبيزم بلي بيتي حماجي دعيق يعني حون أبد بالوشياخد سحشات داعش وشي سحسيش مجوالوز قال حدي الله ترى وين خوش ده ابن ريون وين نمشي يقص وين حدا من يقص وين ديك أبي أخبار من يقص وين ديك باتش يقع أبوخش دقي داخوسش إزديوخش ودينا ويقالنا رجل إزديو دول يعني إتش دقاش بوبوش دا أبقوسش سبريغ بخاب ويدي سبريغ تقطع خوي شرا سريع كاد بيا وقفت مساني أم حبط دي الأحد ده سعد عليها إن شاء الله بالحوة تجده دينو سلطرون بدو خلنا الأسفاد أسبريغ نري وما ويو وش شد بدو يحقا تقنا يحقاز Владимирович Путин госдуме Бабачат молодой власти федеральной власти яхаз я Алла Дюти езжал уже саду Хамас езжал уже за границ установить танцет яхтен цандина хабада Рамзан Кадырове يذكر ينزبك أخوشدا مطلقه ويوخوها يقي أوريتا تحدينا حكي جازا دابها بيش بغاب 26 лет назад وي депутатыш Мусаз Бембулатыс Кылболчар Ава Иса хану Пачаха Горбачева Тоха хану Бембулатти Муса дал гештол Ельцинат Баха хану Кылхига Республика Хакалайли У республик Хакалаш, закон реабилитации репрессированных народов, хата икста, тайялшығы дамелдяха закон ул, тайялшығы закон хакица реализовать дематься везешь. Омехта я хочу у парламенте Бабачары места зекту цунтерку яяцун или яяц, азяхтаган Владимир Владимирович Путин. Так же, как вы подписали соглашение между двумя субъектами, Чечней и Ингушетии. Что вам мешает вызвать Битарова и Евкурова, послать туда Матовникова Александра Анатольевича и в течение одного дня подписать такое же соглашение, тем более у вас есть основания закон реабилитации репрессированных народов. Тогда еще как-то можно посмотреть, что это не означает, что ингуши согласятся с незаконно подписанным соглашением 26 октября. Что я хочу сказать? Пригородный район – это неотъемлемая часть Ингушской республики. И мы сегодня будем требовать пригородный район и Владикавказ, чтобы вернули ее нам, ингушам. Те, кто там проживали, родились и будем жить в этой республике. И еще, я хочу сказать, часто сегодня задают мне вопросы
средства массовой информации, ты сказал Осетино-Ингушскую республику. Почему я это сказал? Я сказал это потому, что ингуши никогда не преследуют цель насильственного отторжения территории у любого народа. Ингуши никогда не говорили, что совместное проживание с тем-то народом, с осетинами, с чеченцами, с дагестанцами, с кабардинцами, с русскими невозможно. Наоборот, осетинские националисты говорят, что совместное проживание с ингушами невозможно. Мне непонятно, почему мои дети не могут совместно обучаться в школах вместе с осетинскими детьми. Почему наше население, которое живет при пригороде, находится в резервации. Почему они не предоставлены во власти? Почему они не могут трудоустроиться на работу? Почему они лишены всех своих прав? Куда смотрит федеральная власть? Говорить по Конституции, то гарант Конституции должен решать эти вопросы и немедленно, не откладывая. Значит, в завершение своего выступления я хочу сказать. Депутаты, Конституционный суд, заявление депутаты, да, هنا دامبرز حدر إذا كنت دعوه يقوم تريز شو بقول شيء قوم خبر تحت على نفس الصحة ساقي يا خلاص والله إيه إذن دليل والله يوم دليل دعوه يا خلاص دعوه دليل يقوم Молох хакут, молох динут, укамр, долди волха, баберж, бабапатва, дабилыш, шей, пригородный районе, в 92 году, шида, шивежили, вот, там года хатан, гамбота, иса, ачевида, ачевил, тала. Амад Регламент чахвал саханс. Хабарыш издяка, бокулы, сахам да, алишат, издяка, ачев, ушхилиш, дакку, ушкегна, бабапатва, خذ اتزل زمسر بوكو يا أطفال بابا يتباك أخوك بابا يتباك حميد خيجينا И последнее, что я хочу сказать, доктор Олгай, Вежри, Мехтфой, Саждовый, там вы хан бы толму деятельность, шейн толму деятельность, асва штурму деятельность. Англия, ебать, оталбеш. Ой, меня галдиш, ой, деятельность, штепа, законность, конституция яхы штепа, шариату яхы штепа, бусу будалыш, Аллах мушак тосыданы, әгірі қатшыл дауыт дөй, дағдыш чақдау низ бол бөй, бұртышан гәрі ясыршын. Регламент нарушает НИИ, порядок нарушает НИИ, Вежри. Салам алейкум, Дарик Колчин, Бог и Бархолбей. Значит, как вам известно, группа депутатов подали иск в Конституционный суд. И сегодня у нас было заседание этого Конституционного суда. Мы участвовали на этом заседании. Сейчас, значит, товарищи мне сообщили, что Конституционный суд отменил это решение.
dedi. Devriye son Ahmet. Давай. Бей, işte bakın olur. Sağ oluyor. Ve daha olursa, ve nasıl olsa bunu yapıp başar. Bak ma da var mı işte. Orada ben hadi başar. Ya bak işte öyle. Allahu fi dolçun. Hemen yağlıkuna gir. Allahu fi dolçun. Daha çabukuna gir. İsmi dolçun. Ahmet Beyal Eyüp kadar daha fi dolçun. İslam canım. Sultan yaptı ol bizler. Bekme bakmış. Osman olmuş Allah'ın şunu mu? Ona gir. Galaykamın dukkuz habibul. Yani hoşça. Dedi Eyüp. Galaykamın mu'mura. Daha fi dolçun. Allahu fi dolçun. Dedi. Del tahi kamayu dedi. Ve lado harcmayu. Allah tahi kamayu anlayış. Ve de halibo damamı da şanı Allah tahi kamaksatu Allahu atu akhsatu kabul ya boh del tahi kamayu Allahu atu waqlat le har bo Alhamdulillah. Dal endali dahu ve mulek tibal ko tsine amada atu waqlu dal endali Ahve boh da behte de hesba bozmat zat asık bir boh dahu yuridiski bir boh to beko Muhammed izmail işi bekladi advokatı bir istir boh bir tane daha habbe ve tahamli abu boh da habbe Следующим выступает Чавкиев Салман Сайфудинович, общественная организация АСА, Бельгия. Подготовиться Ужан Халмалсугу. В связи с тем, что у нас было несколько непредусмотренных выступлений, мы немножко выходим за рамки регламента, поэтому прошу в рамках регламента соблюдать. После этого даже я не знаю, сколько ты делал текст, не стуки ищешь, не стукать. Я не отдельно уже собрал наш. Дальше это да, Бог был. О, схадали. Перед новые вывести даже. Ваш опять, конечно. Всегда должен стерпимо. Кто должен куда тоже положено. Кто должен. Все Бельгии Бахчарев. Да, был суровая мягкая. Суровая мягкая, все пошла, да, суровая мох. Там потерял, бедно. Как можно оценить 5 земли? Сегодня мы сможем оценить. Сегодня сможем ли мы оценить кровь имущества народа, пролитую на этой земле, за эту землю? Даже чтобы нога врага недруга не вступала на эту землю, наши предки пролили немало крови. Далеко ходить не надо. Вспомним армию Деникина. Деникин просил у имущественного народа пропустить его через нашу землю, через нашу территорию, предлагая компенсацию за ущерб, который нанесет его армия во время передвижения через территорию Ингушетии. Наши предки категорически отказали, а сегодня хотят решить вопрос о добровольной передаче руководителями наших республик народной земли. Деникин писал: «Мое победоносное шествие закончилось у Северодвинска Канбакова». Вот таким историческим были наши предки.
Когда стал вопрос о японских островах, он сказал: я территориями не торгую. Если руководство республики предлагает территорию другой республики, руководство торгует ею. Наше руководство – эти люди, которых мы содержим, получают все блага из нашего бюджета, а бюджет – это наши налоги, наши деньги. Они должны были служить народу. Они сами думают, что они господствуют над народом. Это далеко не так. Наши соседи не отдают наши земли, за которую безвинно пролито немало ингушской крови. Но сегодня некоторая часть, то есть руководители парламента, добровольно хотят и предлагают нашу часть земли другим соседям. Нужно ли нам такое руководство парламента? Есть ли равные соседи? Да, есть. И братский народ Чечни должен сказать, что земля – это свято, это кровь. Нация. Это кровь нации. Он мог. Бог его помогал. Уважаемые друзья, Бельгия состоит из 3 национальных округов. Фламандская, Валлония и немецкая часть. Я хочу вам отнести сейчас границы, как там проходят. Возьмем, например, улицу Металлива. Левая часть фламандская, правая часть валлонская. Они разговаривают на голландском языке, эти разговаривают на французском языке. И никаких делений нет. Ага, я работаю. И никаких делений нет. Давайте Кабардино-Балкария. 2 разных народа. Одни. Лишь царские, но однако живут. Карачаевцы находятся в Краснодарском крае, живут без границ. Разные нации живут без границ. Мы должны жить, имея границы. Кто поднял вопрос о границах, это враг чеченского и ингушского народа. Allah'ın kaldığı şurada söylüyorum. Это уже явилось. Это отечественное время. Бейна Хлопова. Бейна Хлопова. Кажу желательно. Что желательно? Хамза общественная организация, поднятая Европа, Хамза поднятая, поднятая. Лишь по истории. Организация. Ну, я мусор. Ну, судьба района должна решаться в соответствии с международным правом, предусматривающим возвращение аннексированной территории народу, который был депортирован и реабилитирован. Да, это было. Следующий выступает Джазм Насар, председатель Совета Марков Ярослав. Списки выступающих нахожусь очень ограничен для доклад на цель Китая. Я сейчас так наступал, расскажу, что я должен был докладывать потом это. Я буду говорить только о промышленных предприятиях, построенных за годы управления Евкуру или реконструированных в нем при вложении больших количеств сумм. По федеральной целевой программе социально-экономического развития России и по федеральной целевой программе Юга России за это время, пока он здесь, в республике построено 27 промышленных предприятий, но некоторые из них построены в том числе за счет кредитов под гарантией правительства.
27 предприятий. Я еще раз говорю, не все 27 новопостроены, реконструированы тоже, например, завод железобетона, конструкция второй Булаки и другие. Назарновский вот это малых двигателей завод. И из этих всех построенных и реконструированных заводов, кроме тех, которые построены частным бизнесом, там Тумбо, Изя, Шаток предприятий, Ясевич, там, где частный бизнес, они нормально работают, все. Ни одно предприятие в Ингушетии, кроме одного завода полимерных труб Карбулаки, не работает. Еще раз повторяю, вложено 13 миллиардов рублей. Это почти годовой бюджет Республики Ингушетии. Ни одно из этих предприятий не работает. Этот завод полимерных труб работает и то только потому, что его взяли в аренду на 25 лет, по моей информации, казанская фирма «Техстрой» по 10 миллионов рублей аренды в год. Но в него 25 лет. За 25 лет они не восстановят тех денег, которые вложили при строительстве этого завода. А через 25 лет, а через 10 лет этот завод устареет. Единственное прогрессирование, это что она полный бардак. Единственное, складывается, а тут Мукамали Камбалях 4000 миллиардов рублей вложено под гарантией правительства от Шарица, банкиры, которые завтра правительство должно будет выплачивать. Не работает. Не работает. Картонажная фабрика не работает. Завод твердых бытовых отходов не работает. Керамзитовый завод не работает. Завод светодиодных ламп, где-то что-то там шевелится. Швейная фабрика, Алиюшки. Когда какая-то комиссия приезжает, собирает людей, сажают, делают вид, что работы никакой продукции нет. Завод там есть тоже детского питания. Завод, которого вложено многие сотни миллионов рублей, разрушенный стоит, много лет не знает цена фундамента. И все остальные тоже. Ни один завод ничего не работает. Это преступление в сталинские времена. За это сразу поставили бы всякие, расстреляли бы. И не только одного. Давайте зададимся теперь вопросом. Почему? Зачем их так строить? Зачем строить завод, заранее знаю, вот смотрите, 2,4 тысячи миллионов рублей проектная мощность завода, мукомольного завода в сутки. В сутки. Вот умножьте на 360 дней, а потом просто посмотрите всего на Северном Кавказе, сколько производят зерна, и вы убедитесь в том, что даже этого зерна, не только имущества, не хватает для мощности этого завода. Зачем его строить? А то качество зерна, которое мы производим, хватает имущества, и то на кормовое только хватает на 2 недели работы этого завода. Нам, когда строили, говорили, что у нас хлеб подешевеет, все подешевеет. У нас Сингапур будут покупать, Мозамбик будут покупать, все будут покупать, а продукцию будут уходить из Латвии. Я к чему иду? Строить только для того, чтобы сам процесс налажен, строительство, при котором можно получить свою маржу. А что будет потом, в этой республике никого не интересует. Теперь давайте. У нас есть налоговая служба, у нас есть пенсионный фонд. Я еще хочу сказать, что этой продукции, которая должна была производить на этих производствах, должны были приносить в бюджет республики сотни миллионов рублей прибыли, которые мы могли бы использовать для блага нашего народа. Там ничего нет. Ничего нет. Более того, нам говорят, что там должно было быть создано 5000 рабочих мест. 5000, это для населения Ингушетии большое благо. Я вам говорю, что там и 500 рабочих мест нет. Как можно в этом убедиться? Если кто-то хочет убедиться, грамотные люди, которые здесь сидят, даже комиссии не надо сюда приезжать, чтобы в этом убедиться. В пенсионном фонде ежемесячно идут отчисления от каждого работающего гражданина Республики Ингушетия. Вы это знаете. Каждый работающий. Если кто-то не работает, если нет пенсионных отчислений, это говорит о том,
что этих рабочих мест нету. А если они есть, то в обязательном порядке должны быть пенсионные отчисления с каждого работающего этого. Надо просто Пенсионному фонду Российской Федерации или нашего сделать запрос, попросить, какое количество людей платит пенсионный фонд взносы, и тут же становится ясно, что никаких 5000 мест нету. А страна большая. Стабильно было, аварии в Москве хорошо, а просто нет посадят. Второе, а прибыли точно так же, от налоговой службы можно узнать, сколько каких налогов заплатило каждое предприятие. Я вам даю честное слово, никакой прибыли, никаких налогов там не платится. Они все льготники. В таком случае у меня вопрос. Для каких целей уложены эти 13 миллиардов рублей и больше на сегодняшний день, если от них никакой отдачи нету, ни бюджета республики, и никаких рабочих мест нету? Зачем они нужны? И кому они нужны? Еще раз, нужны кому вы знаете. В процессе строительства консервный завод «Атмосфера» Шаля, Троицкий, отставаться, каждый раз отчитываться дальше. Консервный завод «Хая» Пышелян Шаля, он тоже нас заюли. Консервный завод «Хая», а опять она взять сапан говорят, а я с Богом. И в этой связи я еще хотел бы добавить. Единственное, одно, дом отдыха герой на берегу Черного моря, Лазаревки. В свое время банки принадлежат Республике Гаена. Цегиш Хамавенья Улова, цегиш директор, чего шаватля. Цун обогротя. Под хаватяйца развивалка, но под хасабарштеки большая, рейли, фигурки себе, юхается же. Ханзер Атмосфера, банкрот получил. Группа Адаена, по моей информации, группа Адаена с конкурс самоёта же, вы никому не нужно, единственное, база шахи, куда а по подставным лицам, едкую хубаты же. То есть мало слушает, там цепляешь, сакхарве, там где нужно. За ситуации, начиная от детского сада, и кончая похоронными денежными средствами, которые выделяют, должны выделять и присваивают те лица, которые сидят в администрации, это детский сад, он старший, цукер, асива, тоже Ташак, обид вашего республики, Ташак, начиная от детского сада. Ханс Бог мыслил авчер федеральный центр. Я его с нами волчары. Он самим было. Царам так делают. О, так. Процедурный вопрос. 30 минут, тебе бухая яхта, да, Азисара, избирательный шанс, избирательный яхта, тогда процедурный вопрос, по всем другим вопросам у нас никаких разногласий нет, и быть не может, и никому от этого удовольствия получить не получится.
يا سيدي يا الله عن سيطانها هنكشف وقت يا شباب أشهد Когда начался митинг, я اللهم اجعلها من اهل الجنه اللهم ان كانت محسنه تقبل حسناتها وان كانت مسيره فجعل من سيئاتها اللهم ابدلها دارا خيرا من دارها واهلا خيرا من اهلها ومن ذوقها برحمتك يا ارحم الراحمين واجعلنا واياها من اهل الجنه يا رب العالمين. فاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا عجب يتبارك اليوم يا الفضل لا القوة ويرجع يشفض يزوج بريلي قوانا ويحت لهذا وفي أكثر الرحمة خشيدة شعب يزنبس السيد والله الحمد لله شوجه سوود وشحن مجاحة سك غلط والله نيسبو تفهم باش حمد ترنيسبو واسط شوال ساكت دب ريا شباب تدب تريشو وليديو رياش تديله ويقف شمال شام لا شمال عشان ديه برده ودان جال تواجه كيلي تدار ديبو مستدج ويشوف كيلي بيخذوا يعني حاجة حنا عشان بمرور عليه السلام بيديش نعول يا ما فينا جيب عشان بيخذوا قولا طبعا وهناك يا الله تش سكيلة ديش أنا يحلق في الله إزجيس قدر سيد كمال صدر يوفيتر شبيكي خلي دكتور سبحان خلي وبعد طولش خلي كتير كده خلي ذكر عن شيء أستعيذ بالله فاسأل الله الذكر إن كنتم لا تعلمون هاي تقول ده عم خوش كاتلا هاي تقول ده عم خوش كاتلا ده من ديش أنا هادين دوس دين أمير استغن دين ورا أمير زلير دي صحجوب الأمير ديش أنا عباد سون شان أمير بوشة خوش موشة إذا الصفوجي إذا الدواسيجي إذا السقي من بوش بعض أمير ديش أنا أشياء أرى ديشة أوصل ديشة بوقع ديشة دكتور شيء عبد ديش أنا بوق أمير ده قصد ده بقول بهاريو ده صوب بيشوا أختبرنا صوب عيننا حاجة تشحت رئيس خلق كذي خلق كذا بيجي حباب خلق بعض لا وجود ده صنع في شاف لا في يريد خلي كذا كم هذا كذي خلق عن خلق أول كم تبصر ويبوه للبشنا بصر يدين الحقل ينزل دول بوشنا بصر ده شيء يا خاطر ودين خاطر ده ودين خاطر كذا ده يروي يوسف كان ذكر الكونستيتوسية يوغايو الله حكمه سيدي هذا أول ثاني يسوع كيفي دين ذا جوب دولي نجي ديش أنا الله بيش خاطر ده يرمح خاطر ده أنا ذا بيعمل فرد بولش إذا عاش يمكن أخذ إيش سنة حق أشياء تعتبر أنا شيء كنا شيء كنا يسمع هم بارتي صوب بيف بداخل صوب شو شيء استقيم تشتغلوا كما هذا الموضوع شو دوي كذا ده طبعا يلقي كتير يعني مشتي تقومش إمامش يا فرد الإمامش إديش أنا وبيفكر ناخذ الغلط يقول ثاني يروح بيس شيء يسموه البيس وبيل وحاول ناخذ كل الله تتحاول ناخذ ثاني يلقي تدرج كوب ده كذا ده طبعا وكما إديش أنا أوزع طبعا كما ده أنا ديش أنا كما دي بيت جاكسون كوب الشيء ليرمن كان كما ده صور كما ده ديش أنا غلط موت أنا في مقدر مقدر ده أنا بيأخذ مول بيت دي أوزع خاص كذي شو بيبقى كما ده شيء هذا أصلا كذا يأخذ سنة بيبقى فقط شيء هو تصور هذا
mufti gidiniz avol ekkel tahdiş var bu taal ya ubah kutuşan vaqt ya khas kutuşan nagasan dije wali ichi molla wala yemo bir حوش وحديك هو حفظه ويا مع سيد التربية التجاري زي وقت كان والله ولا بيت الله الله ده اللي قلت أبوه وكيف يأخذ بدي عن الله السليمي يا يا داخل واشر Пятнадцать 35 Бог на Лукушан. Я об этом думала. Давай. Да? На странице только я присоединил к этой странице, куда я могу поставить. Поняла. Сейчас надо взять программу и составить. Я думаю, Все же создавая определенную комиссию, телефон шла. большая
Снимать две. В общем, мы сохраняемся. Ahmet. Evet, boş pozisyon. Zora. Ha, evet. Hadi bas. Кто знает, чей это телефон? Это ютубский наш, по-моему. Это инстаграмовский наш, да? Или инстаграмовский, или ютубский, вот. Да, мы забыли его выключить, здесь очень много вот заснял. Может, я все не буду? Много не нужно, я есть, по-моему. А ладно, я выложу. А? Что здесь скрывать? Штатически вообще все равно больше снимать. Чар, оцени. Ютуб. Эй, а здесь бери инстаграм. Провокатор, ну да, Samsung заряд Ремонт. It's camera عيال صوت. Thank you.
Вы сейчас стоите сопровождаете. Нет, мы это... Только YouTube идет. Может, я отключить? Я уже это... Ты не приостановил. Что? Давай Что ему приостановим. уже выложил. Молодец. Приостановить? Приостанови. Вашу группу тоже